Здравствуйте, в эфире передача «Вокруг нас». И сегодня мы в гостях у заместителя главного государственного инспектора города Канаш и Канашского района по пожарному надзору Александра Дмитриева. Здравствуйте. Здравствуйте. Какова на сегодняшний день обстановка с пожарами и их последствиями? На 21 декабря 2021 года на территории Чувашской республики зарегистрировано 1527 пожаров. На аналогичный период 2020 года статистика насчитывала 1617 пожаров. На пожарах погиб 81 человек. На аналогичный период 2020 года была зарегистрирована гибель 71 человека. Несмотря на снижение количества пожаров, количество погибших на них людей увеличилось на 14%. Травмы различной степени тяжести на пожарах получили 72 человека. На аналогичный период 2020 года этот показатель составлял 73 человека. Обстановка с пожарами и их последствиями на территории города Канаш и Канашского района складывается следующим образом. С начала 2021 года произошло 114 пожаров. На аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 108 пожаров. Рост на 5%. На пожарах погибло 6 человек. На аналогичный период прошлого года была зарегистрирована гибель 5 человек. Рост на 16%. Травмы различной степени тяжести на пожарах получили 7 человек. На аналогичный период 2020 года этот показатель составлял 5 человек. Рост 28%. Скоро Новый год и предстоят праздничные выходные. Люди будут приобретать пиротехнические изделия. Какие рекомендации вы могли дать по их использованию? Одно из основных требований – это использование пиротехнических изделий необходимо производить строго в соответствии с инструкцией по применению и на безопасном расстоянии от массового скопления людей. Как правило, это открытые площадки, где в радиусе 50 метров нет построек, деревьев, автостоянок и тому подобное. При подготовке и проведении фейерверков зрители должны находиться с наветренной стороны на безопасном расстоянии. Оптимальное расстояние составляет 30-50 метров от пусковой площадки. Сами пиротехнические изделия должны быть надежно укреплены на твердой поверхности от случайных опрокидываний. Ни в коем случае нельзя запускать фейерверки с рук. После окончания работы изделия не стоит сразу подходить к нему, как минимум 10 минут. После использования заряд необходимо поместить в емкость с водой не менее чем на 24 часа. После этого его можно утилизировать как бытовой мусор. Если по какой-либо причине заряд не сработал, не стоит его поджигать повторно, лучше всего не подходить к нему в течение нескольких минут, дабы избежать случайного срабатывания. Убедившись, что отсутствуют тлеющие элементы, такие заряды также необходимо утилизировать, предварительно поместив их в емкость с водой. Также категорически запрещается сжигать отработанные и несработанные фейерверочные изделия на открытом огне. Не стоит разбирать пиротехнические изделия ни до использования, ни после использования. Категорически запрещено дооснащать или каким-либо другим образом изменять конструкцию пиротехнического изделия. Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек, бенгальских огней, свечей, запрещается в помещениях, в зданиях, сооружениях и взрывоопасных объектов, под линиями электропередач и газопроводов, под кронами деревьев. Также запрещается применение на кровлях, на балконах и лоджиях, при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании. К примеру, при сильном ветре запускать фейерверки запрещается, так как радиус опасной зоны увеличивается в 3-4 раза. Применение также запрещается лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия. Тут стоит отметить, что реализация пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста, в принципе запрещена. На это стоит обратить внимание родителям. На моей памяти был случай, когда пожар произошел из-за того, что ребенок решил применить петарду на балконе квартиры. Необходимо также помнить, что безопасность при устройстве салютов и фейерверков полностью возлагается на лиц, организующих запуск. На что необходимо обратить внимание при покупке пиротехнических изделий? При покупке фейерверков следует обратить внимание на наличие сертификата либо знака соответствия изделия, на инструкции завода-изготовителя. Они должны быть в свободном доступе, и покупатель их вправе потребовать, как и чек на товар. Фейерверки необходимо покупать только в специализированных магазинах. Не стоит покупать фейерверки с рук и в стихийно возникающих в это время открытых киосках и палатках, из багажников автомобилей и так далее, поскольку, скорее всего, вы приобретете несертифицированные, контрафактные или поврежденные изделия,
при использовании которого возможны травмы и другие тяжелые последствия. При покупке фейерверков необходимо обратить внимание и на целостность упаковки, на дату изготовления и срок годности изделия. Как будет контролироваться продажа пиротехнических изделий в преддверии Нового года? Да, продажа, несомненно, будет контролироваться комиссиями в составе работников органов местного самоуправления, сотрудников полиции, МЧС. Будут проводиться рейды по местам реализации пиротехнических изделий. Такие рейды проводятся ежегодно, и ежегодно недобросовестные продавцы привлекаются к административной ответственности. Хотелось бы уточнить, что за нарушение правил пожарной безопасности при реализации пиротехнических изделий предусмотрена административная ответственность. На граждан она составляет до 4 тысяч рублей, на должностных лиц до 15 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, до 30 тысяч рублей, на юридических лиц до 200 тысяч рублей. Сами требования к применению и реализации пиротехнических изделий бытового назначения установлены главой 23 постановления правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года номер 1479 об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации. А есть ли какие-либо требования, касаемые украшения главного атрибута новогодней елки? Да, елки следует устанавливать на устойчивой подставке на расстоянии не менее 1 метра от стены и потолка и в стороне от выходов. Для освещения елки необходимо использовать сертифицированные исправные электрические гирлянды только заводского изготовления. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт, а сама проводка не должна иметь повреждений изоляции. При оформлении елки запрещается использовать украшения из бумаги и других легковоспламеняющихся игрушек. Применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни и фейерверки. Обкладывать подставку и украшать ветки елки ватой и игрушками из нее. Не стоит оставлять включенную иллюминацию без присмотра, а уходя из дома необходимо включать гирлянду из сети. Благодарим вас за интервью. А это была передача «Вокруг нас». Всего доброго. До свидания.